Здравствуйте, в эфире новости на телеканале НТС. В студии Александр Крупнов. Я Джан Казакбаева. Добрый вечер. В начале коротко о главных событиях дня. Заставили оклеветать. Гражданский активист Мелис Аспеков заявил о давлении на него в ГКНБ. Деятельность надзорного органа намерены проверить депутаты. Таможенники «Дари добро». Контрабандную партию сотовых телефонов на 30 миллионов сомов изъяли сотрудники антикоррупционной службы. Начато следствие. Слово депутатам. Готово итоговое заключение по выяснению причин аварии на Бишкекской ТЭЦ, но не все парламентарии согласны его подписать. На встречу к 73-й годовщине Победы вместе с НТС. Герой сегодняшнего дня – ветеран Великой Отечественной войны Сабыр Мамбетхажаев. Депутаты Джогорку Кенеша намерены создать комиссию по расследованию деятельности ГКНБ. С таким предложением на ближайшей сессии намерен выступить Кенчебек Бокоев. Поводом проверить спецслужбы послужило заявление Мелиса Аспекова. Этот политический активист обвиняется в попытке насильственного захвата власти. По этому делу вместе с ним проходит депутат Джогорку Кенеша Канат Исаев. Также в отдельном производстве находится дело в отношении другого бывшего депутата Умурбека Бабанова. В конце прошлой недели Аспеков обратился в Генеральную прокуратуру. В своем заявлении он сообщил, что его заставили оклеветать политиков. Он утверждает, что на него оказывали давление сотрудники спецслужб и члены ОПГ. Игорь Потанин продолжит. Это уже не просто повод перепроверить. Это причина поставить под сомнение все громкие дела, расследованием которых занималась ГКНБ. Так оценили заявление Мелиса Аспекова политические и общественные деятели. Напомню, он был задержан в прошлом году. В сети появилась якобы запись телефонного разговора, где упоминались имена Каната Исаева, Умурбека Бабанова и ряда других политиков в контексте того, что они готовят государственный переворот. В своем письме на имя генерального прокурора Откурбека Джамшитова Аспеков пишет, что его заставили оклеветать политиков. Поводом обращения послужило крайне возмутительное и преступное действие следователя Мамбетакунова Нурмата, который по предварительному сговору с членами ОПГ в ходе следствия, используя служебное положение и связи в криминальном мире, оказывал психическое давление и угрозы с целью вынудить меня оговорить Каната Исаева и других политических лиц путем дачи ложных показаний. 10 октября 2017 года старший следователь ГКНБ Мамбетакунов Нурмат под предлогом необходимости исполнения неких следственных процедур вывел меня из камеры ИВС ГКНБ. Не доводя до своего служебного кабинета, завел в иное помещение, сам оставшись в коридоре. Таким образом, я остался запертым один с двумя посторонними лицами, один из которых в спортивном костюме с поломанными ушами представился родственником известного криминального авторитета. Второй представился сотрудником ГКНБ, при этом не показав удостоверение личности. С первой минуты беседы оба начали угрожать и ясно дали понять, что, обладая служебным положением и ресурсами в криминальном мире, в случае отказа дачи ложных показаний против Каната Исаева и других, используют свои связи в местах заключения и расправятся со мной вплоть до физической расправы. Невозможно представить, к чему привела бы эта длительная беседа, если бы не явился мой адвокат Шарабедин Токтосунов и не потребовал встречу со своим подзащитным. Бывший адвокат Мелиса Аспекова Шарабедин Токтосунов говорит, то, что Аспеков не заговорил о давлении раньше, легко объяснимо. Написать жалобу на следователя они с подзащитным хотели сразу после инцидента. Однако сделать этого не позволили. Теперь адвокат надеется, что виновные понесут наказание. Когда Аспеков рассказал мне, что на него оказывали давление, мы тут же потребовали объяснений от следователя. Они сказали, что его вызвали в другой кабинет, и поэтому он не причастен к произошедшему. Мелис Аспеков заявил, что он будет писать заявление, но следователь нам не позволил, а потом Аспекова перевели в следственный изолятор. Заявления Аспекова вызвали активные дискуссии в рядах политических деятелей. По мнению подобный исход событий был вполне предсказуем. Дело, как говорят, было явно сшито белыми нитками. И на это указывали некоторые технические особенности записи, на которые обратили внимание независимые эксперты. Кроме того, сам подход к следственным действиям вызывал подозрения опытных юристов. Ну, во-первых, после того, когда был произведен арест Канатбека Исаева и других политических деятелей и общественных деятелей, которых обвиняли якобы в том, что они пытаются совершить здесь или массовые беспорядки, или попытаться захватить власть. И вот то, что мы увидели на каналах телевизоров, по телевизору о том,
что там какие-то переговоры велись. Но стало очевидно даже простым, здравомыслящим людям, да, вот, которые не разбираются вот в этих всех тонкостях оперативной работы, да, что здесь явно речь идет о провокации. И для меня это было, так скажем, своеобразным потрясением. Почему силы спецслужб используются именно для того, чтобы по политическим мотивам. Я понимаю, что это если было реально. Но когда готовят фальсификации, это очевидно всем. И если даже простой анализ показывал, что были склейки, да, во время монтажа, монтаж был, да, значит, аудио, видеозаписи, когда закрытые судебные процессы, когда подставляются стукачи-провокаторы, да, которые там начинают что-то такое говорить. Но было очевидно, что это сделано только для того, чтобы человека посадить. Заявление Мелисы Аспекова теперь должно послужить основанием для масштабной проверки. Причем не только Генеральной прокуратурой, но и самим ГКНБ и даже депутатами Джугурку-Кенеша. На ближайшей сессии парламента ряд законодателей намерены внести предложение о пересмотре дела и проверке деятельности спецслужб. Буду предлагать комитету или во фракции создать сперва рабочую комиссию, а может далее парламентскую комиссию, чтобы разобраться по этому заявлению. Потому что у нас никто не может скрыть, что пытки у нас есть, давление, особенно по политическим вопросам. И именно заявление Мелисы Аспекова о том, что были к нему в камеру не только сотрудники ГКНБ, но и члены ОПГ. Это говорит о том, что это было заказное уголовное дело, чтобы именно как бы очернить, посадить и сделать в рамках того, что это было попытка силового захвата власти. Но мы все знаем, что такого не было. Если бы была попытка захвата власти, то митингов не миновать было. В Генеральной прокуратуре подтвердили, что заявление Мелисы Аспекова уже поступило. В ближайшее время по фактам, описанным в обращении, будет проведена проверка. Не исключено, что в ходе разбирательств будут установлены факты, которые позволят пересмотреть дела как уже на осужденных политиков, так и на тех, которые еще находятся под следствием. Игорь Потанин, Нурбек Капаров, НТС. Слово за депутатами. Временная комиссия Джоорку-Кенеша по изучению причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и расследованию рационального использования кредита в размере 386 миллионов долларов на ее модернизацию завершила свою работу. Итоги заключения депутаты обещают озвучить уже на ближайшем заседании парламента. Среди тех, кому нардепы просят дать политическую оценку и привлечь к ответственности, есть высокопоставленные чиновники. И если мнения членов комиссии о том, нужно ли перечислять их имена в заключении, разделились, то с фактом, что коррупция налицо и наказывать виновных надо, согласились все. Так кто пополнит длинный список виновников аварии на Бишкекской ТЭЦ и накажут ли их за допущенные нарушения, расскажет Анастасия Соболева. Со дня на день депутатская комиссия, расследующая аварию на Бишкекской ТЭЦ, должна опубликовать свое заключение. Некоторые парламентарии, входящие в эту группу, сейчас в регионах. Всего их 12. С февраля они провели несколько заседаний, в том числе несколько выездных на ТЭЦ Бишкека. Пообщались с чиновниками, рядовыми сотрудниками. Выводы, похоже, уже сделаны. Последний раз, когда члены комиссии встречались, чтобы обсудить итоговый документ, все пришли к одному мнению, что мы должны включить фамилии тех людей, которые принимали решения. У нас также справки и рекомендации генеральному прокурору, ГКНБ и правительству, чтобы они дальше расследовали это дело. В основном вот особого мнения ни у кого не было, но были дополнения у некоторых членов депутатской комиссии. Они хотели дополнить фамилиями, а также некоторыми моментами, уточняющими по распоряжениям, которые вот подписывались в свое время по модернизации ТЭЦ. Осталось только заключение подписать. Это сделали еще не все. Кто-то хочет выступить с особым мнением. Конечно, это не приговор, отмечают депутаты. Парламент не исполнительный орган. Дальше дело за правоохранительными структурами. Депутаты назовут фамилии тех, кто принимал решение по модернизации теплоэлектроцентрали. Вопрос, чьи фамилии? В целом я согласен. По справке. В целом согласен, потому что там отражено обращение, дано поручение в Генпрокуратуру, в АКС ГКНБ, в Счетную палату, чтобы они дали правовую оценку деятельности тех или иных руководителей правительства и администрации. Администрации там нету, поэтому мы настаиваем, чтобы вот это письмо, обращение со стороны администрации президента
в адрес межведомственной комиссии, оно было отражено. Самого письма мы не нашли, но в акте счетной палаты ссылка на это письмо есть. Поэтому мы настаиваем, чтобы вот эта цитата из акта счетной палаты, она была включена в итоговую справку. Парламентарии говорят, что однозначно кредит в 386 миллионов долларов использовали нерационально. Получили сумму, напомню, в 2014 году. До этого несколько лет велись переговоры. Учитывая, что в Кыргызстане чуть ли не раз в год меняют главу Кабмина, то получилось, что несколько премьер-министров имеют отношение к этому соглашению. Если реально посмотреть, народу интересует, кто этим командовал. Тогда, естественно, премьер-министр тогдашний и министр. Нижестоящие органы все уже арестованы, и всех их фамилии народ знает. Поэтому их показывать дальше народу, мне кажется, неинтересно. И в основном же у нас как? Премьер-министр командует, остальные выполняют. Если вот всем, чтобы понятно было. Кто-то уже арестован. Из последних экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Алиев, чиновники, работавшие раньше в электрических станциях на постах гендиректора и первого заместителя Саладин Авазов и Жолдошбек Назаров. До этого были задержаны первый замгендиректора все того же ОАО Бердибек Буркоев, технический директор Алмаз Джусубеков и гендиректор Узак Кадырбаев. И тот, кто заведовал модернизацией ТЭЦ, Тамерлан Бримкулов. Депутаты добавляют к этому списку еще несколько фамилий, среди которых бывший премьер Джантуру Сатыбалдиев и министр энергетики и промышленности Османбек Артыкбаев. Последний на данный момент является депутатом. Кстати, парламентарии отмечают условия контракта между китайской и кыргызской сторонами. По договору любые споры будут решаться по законодательству Китая. Условия диктовали грантодатели. Вроде как не приняли бы их, не было бы и денег. Я тогда вопрос задал. Вы письменно писали им свое пожелания, требования, что в договорах давайте уступим насчет процентов, вот даже вот решить все экономические споры в Кыргызстане. Он говорит, да, мы говорили, они не согласились. А у вас есть бумажное, что оформлено? Потому что премьер-министр не может просто так говорить. Премьер-министр, когда он должен письменно оформить это все на бумаге. И такая бумага, кажется, отсутствует. Поэтому у нас есть сомнения, был или нет такой разговор. Сегодня это для нас это туман. Напомним, по аварии на ТЭЦ возбудили несколько уголовных дел. Правоохранители выявили, что отдельные руководители электрических станций выводили денежные средства в особо крупных размерах через подставные фирмы. С ними заключали фиктивные договоры. Деньги на подготовку ТЭЦ к осенне-зимнему сезону выделялись, но почему-то коллектив ремонтировал своими силами. Анастасия Соболева, Асхат Ибраимов, МТС. В Джалалабадской области сотрудники АКС ГКНБ перехватили партию контрабандных телефонов на 30 миллионов сомов. Товар нарушители перевозили в грузовой машине без соответствующих сопроводительных документов. Как выяснилось, груз пропустили сотрудники юго-западной таможни. Вступив в сговор с владельцами, таможенники, как сообщают в ГКНБ, оформили импортируемый товар без досмотра в зоне таможенного контроля. По результатам собранных материалов прокуратура Ошской области возбудила уголовное дело по 3 статьям. Алексей Немашкал продолжит. Эта фура, под завязку набитая так называемыми товарами народного потребления, была задержана в Джалалабадской области в конце апреля. На первый взгляд совсем непримечательный груз вызвал подозрения у сотрудников антикоррупционной службы ГКНБ. Оперативные разработки оказались более чем результативны. В куче мешков чекистам удалось отыскать незадекларированный товар, причем разительно отличавшийся от того, чем и был замаскирован. Его владельцы в обход законодательству пытались импортировать сотовые телефоны, перехватили серый импорт сотрудники АКС. Sony Xperia. Başka marka geçekinde емес. Как сообщается, стоимость контрабандного груза составила порядка 30 миллионов сомов. Выяснилось, что провернуть эту хитроумную операцию помогали таможенники. По данным Госкомитета национальной безопасности, в преступлении замешаны проверяющие работники юго-западной таможни. Дорогостоящие аппараты мировых брендов не имели
Проверяющие не досмотрели намеренно. Налицо злоупотребление должностным положением и служебный подлог, говорят в ГКНБ. Установлено, что должностные лица таможенных органов, вступив в преступный сговор с владельцами товара, в нарушении таможенного законодательства оформили импортируемый товар без досмотра в зоне таможенного контроля. В ходе проведения осмотра наряду с товарами народного потребления были обнаружены незадекларированные в установленном порядке мобильные телефоны разных моделей, предварительная стоимость которых составила около 30 миллионов сомов. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных статьи 304, 315 и 204 Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Владельцы обнаруженных мобильных телефонов и прикрывающие их сотрудники таможни теперь проходят по делу о контрабанде сразу по 3 статьям. Уголовное дело по собранным доказательствам возбудила прокуратура Орская области. Поиск предполагаемых сообщников, в том числе из числа должностных лиц, продолжается. Алексей Немашкал, Рахат Джаныбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС. Мэрия города Ош стала фигурантом уголовного дела. Муниципалитет, как сообщает Ошская прокуратура, в декабре прошлого года незаконно выдала госакт о праве частной собственности и свидетельство о праве временного пользования на земельные участки в водоохранной зоне реки Акбура. Так, частному лицу передано 1300 квадратных метров в собственность и 1900 квадратных метров в аренду. По этому факту надзорным органам города Ош возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц мэрии и Ошского городского управления госрегистра по статьям злоупотребления должностным положением, превышение должностных полномочий, служебный подлог и нарушение земельного законодательства. Уголовное дело передано для организации расследования. Эти земельные наделы на берегу реки Акбурат рассчитаны для нужд сельского, лесного, рыбного или охотничьего хозяйств. По данным прокуратуры города Ош, именно эти участки мэрия города передала в частные руки. 1300 квадратных метров в собственность, 1900 квадратных метров в аренду. Была создана рабочая комиссия, которая изучила весь прибрежный участок реки Акбура. В эту комиссию вошли представители прокуратуры города Ош, госрегистра, архитектуры и мэрии. Всего 15 человек. По данным прокуратуры, водоохранная зона начинается в 50 метрах от берега. И мы якобы выдали участки, не соблюдая этот интервал. Но это еще не доказано. Следствие только началось же. Это не первый скандал, связанный именно с этими участками. До этого его тоже незаконно выдали бывшему депутату. Правда, вернули. Но спустя некоторое время участки снова становятся в центре внимания уже для других. По данным прокуратуры города Ош, предприниматель планировал открыть на берегу реки развлекательное заведение. Правда, в мэрии с данными следствия не соглашаются. Этот участок был выдан в аренду сроком на 5 лет. Предприниматель знал, что там что-либо строить нельзя. О капитальном строении речь не шла. Ему участок был выдан на озеленение. При этом он платил бы в бюджет города за аренду. Также установлено, что должностные лица Ошского городского управления госрегистра на основании решения муниципалитета незаконно выдали государственный акт о праве частной собственности и свидетельство о праве временного пользования на земельные участки. Нам мэрия города Ош предоставила постановление, в котором они указали, что эти зоны надо признать муниципальной собственностью города. Мы им подготовили соответствующие документы. Мы не знали, что мэрия преследует цели выдать эти участки в частную собственность. Сейчас идет следствие, которое докажет, по чьей вине эти земли перешли в частные руки. По данному факту надзорный орган города Ош возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц мэрии города Ош и Ошского городского управления госрегистра по статьям злоупотребление должностным положением, превышение должностных полномочий и нарушение земельного законодательства. А в отношении должностных лиц Ошского архитектуры по статьям злоупотребление должностным положением и служебный подлог Уголовного кодекса. Гульжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош. Интеграция Кыргызстана в ЕАЭС была и остается приоритетным направлением во внешнеэкономической политике страны, заявил сегодня на встрече с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном глава государства Сооронбай Жээнбеков. Встреча прошла сегодня, и помимо повестки дня предстоящего заседания, президент и председатель коллегии обсудили вопросы дальнейшего развития интеграционного объединения. Мы придаем большое значение объединению и нацелены на дальнейшее развитие продуктивного и плодотворного сотрудничества со странами Союза,
Союза, подчеркнул Сооронбай Джейнбеков. В свою очередь Тигран Саркисян отметил, что активная позиция президента Кыргызстана по вопросам евразийской интеграции помогает в продвижении и углублении интеграционного проекта. Дилеммы «учиться или не учиться» в выпускных классах больше не будет. В Джогорку-Кенеше депутаты предлагают сделать обязательным все 11 лет обучения в школе. А если по каким-то причинам подросток не захочет продолжить обучение в школе, единственной альтернативой для него станет обучение в профтехучилище. Таким способом, уверены депутаты, можно решить проблему занятости молодежи, масштабы безработицы, среди которой достигли уже угрожающих показателей. Ежегодно из поля зрения учреждений образования выпадает около 15 тысяч подростков, которые после 9 класса бросают школу. Многие из них из-за отсутствия того же контроля рискуют попасть в криминальную среду. Ежегодно около 15 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 16 лет, заканчивая 9 класс, уже нигде свое обучение не продолжает. С момента принятия последней редакции закона об образовании в 2002 году количество не получивших аттестат о законченном среднем образовании приблизилось уже к 200 тысячам. Именно тогда из 3 ступеней школьного образования – начального, основного и среднего общеобразовательного – последнее уже законодательно перестало быть обязательным. Учиться или нет в выпускных классах стало выбором самого ученика. С 14 лет формируется его мировоззрение. В связи с малообразованностью, в связи с отсутствием контроля со стороны профильных министерств и уполномоченных органов, часть молодежи хочет быть не ученым, не учителем, не созидателем, а быть последователем блатной романтики. И вторая, основная такая преступный тренд, течение, это то, что эти малолетние наши граждане на сегодняшний день уходят с головой в радикальные экстремистские группы. Очень много несовершеннолетних, малолетних, малообразованных детей находится в Сирии и в иных горячих точках. Чтобы избежать таких последствий, парламентарий предлагает сделать обязательным все 3 ступени школьного обучения, вплоть до 11 класса. Те же, кто не пожелает продолжить обучение в школе, будут обязаны получить профтехобразование, но только по достижении ими 16-летнего возраста. По словам депутата, поправки в закон направлены и против тех случаев, когда администрации школ попросту не берут 10 класс школьников с плохой успеваемостью, хоть это и противоречит закону. Реакции профильного ведомства на предложение депутата пока не последовало. Там изучают вопрос. Но, по словам директора одной из столичных школ, заставлять учиться в школе против желания самих учеников ожидаемого эффекта не даст. Мне кажется, что 10-11 класс не спасет ребенка от того, чтобы он не попал в какую-то там криминальную среду там, да, или в такую негативную субкультуру. Вот. Это не спасет совершенно. Если ребенок туда хочет попасть, да, или делает все для этого, да, как поведенческими какими-то моментами, он все равно туда попадет. И школа здесь не спасет его. Вот здесь, мне кажется, нужно тоже спрашивать и с родителей, потому что у нас родители тоже, согласно Конституции и нашей законодательной базы, они отвечают за следить за ним. По словам одного из разработчиков закона об образовании 1993 года Кумена Исакова, чтобы помочь молодым людям определиться с будущей профессией, в некоторых школах еще тогда было введено многоступенчатое профильное обучение. В зависимости от способностей и интересов учеников, начиная с 5 класса, те или иные предметы преподаются более углубленно. Однако такое обучение сейчас возможно далеко не во всех школах. Так или иначе, по словам Исакова, закон, обязывающий учиться, однозначно должен быть, по крайней мере, на современном этапе. Много будет бездельников. 9 классов закончили кое-как, им не будет учиться, будет работать, ходить, тогда нетрудоспособных людей будет больше у нас остальные. И так сейчас вот многие не ходят в школу, не учатся, ходят на базар, тачку зарабатывают, катают тачки на базарах. То есть это все то, что нет такого закона. Обязательно учиться. Если не заставлять, то будет образование получать. В вузах мы их составляем каждый день, делаем перекличку. И то пропускать занятия. А если в школах, так современный этап надо заставлять, иначе не получится у нас ничего. Инициатива парламентария сделать обязательным все 11 лет общеобразовательного обучения в стадии общественного обсуждения будет находиться еще месяц. После этого, с учетом всех предложений и замечаний, оно будет представлено правительству и вынесено на пленарные слушания. Болт Исаев, Бекут Кушелиев, НТС.
Юные математики посоревновались в своих знаниях на Олимпиаде, организованной впервые среди учащихся начальных классов. Инициаторами этого мероприятия стали шведско-кыргызская математическая школа в сотрудничестве с Департаментом образования города Бишкек. Около 2000 учеников из 92 государственных и более 10 частных школ продемонстрировали свои математические способности. Причем участие принимали не только победители школьных олимпиад. Шанс показать себя был и у других ребят, которые прошли онлайн-регистрацию. Родители в волнительном ожидании. В этот момент их дети решают задания по математике в рамках Олимпиады, которая в нашей стране проводится впервые среди учащихся начальных классов. Инициаторами такого среза знаний стала кыргызско-шведская математическая школа. По результатам этой Олимпиады мы хотим показать, что кроме этих больших именитых школ есть целый ряд других школ, о которых мы даже не подозревали, но где есть очень сильные педагоги, очень сильные ученики. И результаты этой Олимпиады могут быть вполне неожиданными. Как вы знаете, на эту Олимпиаду попали сейчас ученики, во-первых, победители внутришкольных Олимпиад, но и те, которые не смогли победить у себя внутри школ, но могли подать онлайн-заявку и принять участие. Посоревноваться в своих знаниях по математике смогли учащиеся с 1 по 4 классы из 92 государственных и более чем 10 частных школ. Всего 2200 учеников. Результаты этой Олимпиады покажут уровень подготовленности детей в начальной школе, исполнение государственного стандарта, насколько учителя в школах, в начальных классах работают продуктивно и вдумчиво. Вот, проанализировав все это, мы обязательно увидим. Этот уровень, городской уровень, позволяет выявить одаренных детей на фоне города. И сейчас каждый малыш, наверное, себя чувствует героем дня. Вот в сегодняшнюю минуту герой дня, потому что он представляет, еще раз хочу повторить, свою школу, представляет себя как личность. С учетом такого количества участников, надо сказать, что конкуренция не маленькая. И во многом подготовка олимпиадников лежала не только на педагогах, но и на родителях. Сын учится в 70-й школе в математическом классе. А нам в школе наш преподаватель нам сказал, порекомендовал для участия в данной Олимпиаде. Сказали, что организовывает шведская математическая школа. Ей тоже большое спасибо. Вот теперь будем с нетерпением ждать результаты. Посмотрим. А так очень даже все положительные эмоции. Сама Олимпиада проходила в один этап, одновременно в 2 столичных образовательных учреждениях. В 13-й школе-гимназии для учащихся школ с русским языком обучения и в 69-й школе-гимназии для кыргызскоязычных учеников. С точки зрения организаторских моментов, я вот прошелся по классам, все организовано на уровне, все работы, конверты проштампованы. И у каждого ученика есть свои идентификационные номера. То есть контрольная комиссия, которая будет проверять работу, они не будут проверять по фамилии, они будут проверять по этим номерам. То есть очень будет независимая оценка. Результаты прошедшей Олимпиады будут известны уже после майских праздников. Ну а учитывая высокую заинтересованность как со стороны родителей, так и учителей, кыргызско-шведская школа совместно с городским департаментом образования обещают сделать это мероприятие ежегодным. Причем не только по математике, но и по другим предметам. Елена Яковлева, Мирбек Айтикеев, Алтынбек Канабекулу, НТС. В Бишкеке их осталось всего около 300 человек. 300 героев, тех, кто отчаянно сражался на полях Великой Отечественной войны, освобождал родину от фашистских захватчиков и трудился в тылу. Большинство из них давно перешагнули 90-летний рубеж, потому встречаться с теми, кто ковал победу, с каждым годом становится все сложнее. Садыр Мамбетхаджаев отправился на фронт, когда ему не было еще 18 лет. Он с боями дошел до Берлина. Затем воевал с японскими захватчиками на Дальнем Востоке. В эти дни дедушка десятков внуков и правнуков с нетерпением ждет свой самый главный праздник. С ветераном Великой Отечественной войны встретилась Сабина Дамскина.
Садыру Мамбетхаджаеву 94 года. По своей маленькой однушке ветеран Великой Отечественной войны передвигается с трудом. В силу возраста суставы побаливают. А несколько лет назад еще и зрение стало подводить. Но мужчина не привык жаловаться. Говорит, доводилось и пострашнее времена переживать. Периодически наведывается к врачам на обследование и пьет лекарства, что медики выписывают. В своей квартире он живет вместе с дочерью. Она одна из 9 детей ветерана. Присматривает и помогает отцу справляться по дому. У меня 4 дочки, 5 сыновей. Здесь в городе живут, работает 3 девушка, 4 мальчика. О временах Великой Отечественной войны ветеран рассказывает охотно и почти все. Скромно замалчивает лишь собственные заслуги. А ведь на фронте он пробыл больше 5 лет. Удостоен ордена Великой Отечественной войны и множества медалей. В том числе за победу над фашистской Германией. За победу над Германией, за победу над Японией. Орден Отечественной войны. Трудности Садыра Мамбетхаджаева настигли еще до того, как он 17-летним юношей попал на фронт. Вместе с родителями он жил в Джалалабадской области, в Токтагульском районе. Работал секретарем в сельсовете. Дороги из села в город тогда не было, потому вместе с односельчанами пришлось пройти немалый путь. Сначала пешком 150 километров из Токтагульского района в Ташкумыр, потом поездом в Джалалабад. Там уже его забрали в армию. Со всех районов собрали нас и подготовили эшелон. В эшелон нас до части. На дорогах стояли таджикстанские, готовили узбеки, казаки. После этого нас научили, как стрелять, обучали, а потом нас передали на Белорусский фронт. Это армия. На 3-й фронт. И мы, а потом на фронт пошли. Сегодня ветеран признается, что там, на фронте, столько всего пришлось повидать, что и вспоминать, и рассказывать страшно. Пришлось не только сражаться на передовой, но и немецких военнопленных охранять. Трудности, говорит, всегда были. А потом смеется и добавляет, но до своих 94 все-таки дожил, хотя и не думал. Все время сложное. Во время войны тогда нас 3 раза кормили. Вот у каждого имеется каталог временной, ложка свой. Подходим к столовой, нам нальют. Но немножко только. 2-3 ложки жидкий суп и 200 грамм хлеб. И с этим питаемся утром и в обед, и вечером. А в обед 1-й и 2-й нету. 1 раз только. Это дает. Ну что же сделаем? Голодовали, но человек живет. Связь со своими однополчанами Садыр Мамбетхаджаев уже потерял, хотя практически всех помнит по именам. На той фотографии, что осталось со времен службы, мужчина показывает и своего командира, и сослуживцев, ребят из Узбекистана. После победы над гитлеровской Германией их пути разошлись. Нашего героя отправили на Дальний Восток воевать с Японией. Потом служил пограничником, демобилизовался только в начале 50-х годов. Тот адрес, это изменились совсем. Название район, название это. А мы после, как только вернулся в 50-м году с армии, мы уже друг друга связь не имели. Сегодня ветеран Великой Отечественной войны уже принимает поздравления с грядущим праздником – Днем Победы. В качестве подарка кто-то привез пенсионеру стандартный продуктовый набор. Немного конфет, фруктов, овощей и круп. Материальную помощь в преддверии праздника сегодня перечислило и государство. Почтальон принесла 5000 сомов. С долей юмора и застенчивости ветеран подарки принимает и искренне благодарит за оказанное внимание. Говорит, что оно дороже денег. А еще готовится отправиться на праздничный парад в честь 73-й годовщины Великой Победы. Но сколько стоит за этой победой, доподлинно известно только им. Тем, кто, не жалея своей жизни, сражался за мирное небо, под которым сегодня живут миллиарды людей. В их числе скромный и жизнерадостный многодетный отец, дедушка 32 внуков и прадедушка больше чем 20 правнуков. Садыр Мамбетхаджаев.
Сабина Дамаскина, Эрлан Кемельбеков, НТС. На этом у нас все. Команда НТС следит за развитием событий. И эти и другие новости, вышедшие в эфире, смотрите и читайте на нашем сайте nts.kg. Оставайтесь на нашем канале. НТС покажет. До встречи.